Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». В эфире я, Мария Ким. Со мной работают мои коллеги Мария Сумхалырова и Николай Слепцов-Айдын. В сегодняшнем выпуске мы снова будем говорить о телефонных мошенниках, о кибераферистах. И сегодня у меня отличный, прекраснейший состав и замечательные гости. Разрешите представить сотрудники оперативных подразделений Министерства внутренних дел России по региону Оксана Гаевна Николаева, Алена Сергеевна Матвеева, практикующие психологи Якутского республиканского психологического центра, заведующая консультационным отделом Лена Владимировна Авелева и заведующая методическим отделом Татьяна Ивановна Иванова. Я вас очень рада приветствовать. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о телефонных мошенниках и кибераферистах. И так можно их тоже, да, телефонные аферисты и кибермошенники, которые изо дня в день практически не дают нам покоя. И в сводках новостей мы всегда видим информацию о том, что кто-то опять снова подвергся среди белого дня ограблению и переслал свои денежные средства этим нехорошим людям. И сегодня мы будем говорить о них и как от них все-таки держаться в стороне, как от них спасаться. И смело можно утверждать о том, что это бич 21 века, с которым мы боремся практически всем составом, и средством массовой информации, Министерство внутренних дел, психологи. И передаю слово сотрудникам Министерства внутренних дел МВД по региону. Какая у нас сегодня статистика по республике? Какие случаи зафиксированы у нас, практически фиксируются каждый день? Ну, за 2023 год на территории республики было зарегистрировано около 3000 дистанционных хищений. В сравнении с позапрошлым 2022 годом здесь наблюдается рост этих преступлений на 33%. 33%? На 33%. То есть даже в общем массиве всех преступлений, да, вот идет рост дистанционных хищений. И люди продолжают доверять. И продолжают перечислять, несмотря ни на что. Несмотря ни на что, вот, да. Ну, вот такая у нас получается на сегодняшний день обстановка. Печальная статистика. Ну, надеюсь, 2024 год уже с какими-то нашими... Постараемся как-то помочь, да, нашим землякам, чтобы уже в конец приостановить вот это вот дело и научить их не доверять никаким телефонным звонкам, извне, да, хотя это, наверное, тоже бьет по тем сотрудникам, которые сидят и в колл-центрах, да, люди тоже, и даже им перестали доверять, и кладут трубку и не поднимают. А вот, опять же, продолжаем про статистику по городу Якутску, по республике, как это у нас все? Ну, далее, в основном, какой вот у нас район подвержен вот этим обманным маневрам, скажем так? Ну, наибольший прирост преступлений данной категории все-таки наблюдается на территории города Якутска. И в таких районах, скажем, как Мирнинский район, Ленский район, Алданский район, то есть промышленные города. Где-то, да, большие и промышленные районы. Все-таки вот в них вот больше таких преступлений. Нерюнгри, да, в Нерюнгри всегда почти, часто, в сводках тоже часто. А какие формы и какие виды мошенников в основном они такие распространенные у нас? В общем-то, по поводу видов расскажу вам я. Основное, вот самое распространенное, это когда представляется сотрудником ФСБ, МВД, Следственного комитета, любых банков, госуслугами, представители госуслуг, МФЦ и вообще различные другие. Операторы связи в последнее время участились. Это вот самая распространенная форма. Еще на втором месте у нас инвестиции. У нас все хотят заработать, жить в достатке финансово, поэтому, не проверяя информацию,
пытается вступить в различные беседы с неизвестными лицами, переводит деньги, не задумываясь, на разные счета, имена даже бывают сомнительные в разборе букв, когда смотришь, думаешь, ну как такому человеку можно вообще отправить там набор неизвестного чего-то там. Да, но такое, к сожалению, происходит, это распространенные. Потом менее распространенным, но тем не менее оно существует, мы все что-то покупаем, приобретаем, продаем, это вот покупки-продажи, Авито, Юла, доска ЕКТ. Очень популярная, ссылки нам присылают мошенники, вступают в беседы в переписки, соответственно, вот получает таким образом доступ вот к нашим данным, картам. Что касается, когда представляется сотрудниками там, ФСБ, МВД, там, вот, и вот всех перечисленных, которые я сказала, там, оператором связи, госуслуги, в общем-то, обратите внимание, это, конечно, наши там, может быть, где-то подытожить в конце разговора наши советы, но в самом начале уже об этом я скажу. Обратите внимание, откуда вам поступает звонок. Если вам звонят по различным мессенджерам, WhatsApp, Telegram, вот звонок первично, взяли телефон, смотрим внимательно. Потом изучаем, не торопимся отвечать, изучаем номерная емкость. Все мы знаем номерную емкость нашего региона. Но при этом она, бывает, совпадает с Приморским краем. Тоже может быть ошибочки небольшие. Люди могут поверить, что это действительно кто-то наш местный человек звонит. Обращаем на это внимание. Ну и, соответственно, первое, что это вообще, это звонок от неизвестного лица. Вот это должно уже насторожить. То есть уже как бы не стоит доверяться. Да, ну и о каких-то вот персональных данных впадать в панику, сообщать свои данные, там, подтверждать, кто вы, что вы, тоже не стоит абсолютно. Если сотрудник банка, обращайтесь в свой банк. Уточняйте, так это или нет. Тем более необходимо перезванивать по номеру, который указан на обороте вашей банковской карты. Заранее его надо сохранить. Каждому советую, каждому сохранить этот номер телефона. Потому что бывает поступают звонки с номера 900, 1000, там, Сбербанк, ВТБ, у кого какой банк. И люди думают, что надо обратно этот номер набрать и попасть, соответственно, мошеннику. Нет, надо звонок осуществлять только по тому номеру, который у вас указан на карте, на обороте, который вы именно сохранили. Его укажите там как-нибудь «Мой банк», там, ну вот что-то такое индивидуальное название. Это ладно, это одно. Другое. Просят сообщить коды СМС. С 2016, с 2017 года постепенно везде говорится во всех СМИ, что никому не сообщайте код этот. СМС-код, код-пароль, который вам пришел, это ваш личный код. Это ни в коем случае не третьим лицам. Даже сотрудникам банка его нельзя говорить. Это при выдаче банковской карты говорят. Но мы это сквозь ушей пропускаем и совершаем вот эти вот ошибки. К сожалению, дальше попадаемся. Потом госуслуги. Увидели аватарку, символ госуслуги, там, ну, либо банка, все, верим, уже уровень доверия у нас уже есть к этим людям. Опять же, ошибочно, не стоит вот всем подряд доверять. WhatsApp там написали, аватарку поставили вашего, представляется руководителем организации. Вот перед Новым годом у нас началось с осени, представлялись руководителями медицинских организаций, образовательных организаций. Аватарка, фотография стояла руководителя. Это не проблема найти эту информацию в СМИ. Соответственно, это все есть, фотографии всех руководителей, данных. Потом медицинские организации, они также обязаны публиковать список своих сотрудников, врачей, там вот это все. Все это публикуется на сайте. Мошенники тоже могут оттуда взять эту информацию. И используя, обращаются по имени, по отчеству, вот к сотруднику, от имени руководителя. И уже там говорят, с тобой свяжется куратор ФСБ, там необходимо выполнить все требования, которые он тебе там, ну, скажет. Либо у нас будет проверка Министерством здравоохранения, соответственно, необходимо также связаться с этим-то человеком, с тобой свяжется, выйдет на связь, делай все, что тебе говорят. Соответственно, люди в это верят, вступают в связь, в общение с неизвестными людьми. И самое основное, что мошенники стараются держать их вот постоянно на связи, не отпускать свою жертву. Это вот прям должно всех насторожить. Потом они еще используют метод запугивания. Из последних, вот ФСБ, сотрудник ФСБ, там дело на контроле, вас подозревают в госизмене. Вот различные как бы манипуляции доходят до того, что человек, сидя в банке, у нас вот с конца года создана рабочая группа со Сбербанком, они нам сообщают, соответственно, мы обмениваемся информацией, что какие-то вот есть звоночки, какие-то вот есть подозрительные операции, что-то такое вот, и мы приезжаем, беседуем с клиентами. Клиент не может объяснить, на какие цели берет кредит, допустим, 3 миллиона оформляет, 2 миллиона.
путается в своих сообщениях, там то это, старается избежать разговоров. И они не верят действующим сотрудникам банка, которые сидят перед ним. Но верят по ту сторону, которые сидят. Очень верят тем вот телефонным, которым, да. И сейчас такой алгоритм, что они в присутствии сотрудников банка не общаются со своими жертвами. Они им говорят, выйдите там в фойе, на улицу, куда-нибудь подальше от всех. Надо, чтобы еще спрашивать с вами, кто-нибудь рядом есть или нет. Ну, соответственно, уточняют, чтобы в дальнейшем управлять этим человеком. И люди не верят, они закрываются от нас, от всех. Ни сотрудникам полиции, ни в форме, никому не верят. Вот так вот, да, действующим. А вот телефоном каким-то там удостоверение отправляет. А действующие сотрудники вообще в целом никогда в жизни вам не отправят по WhatsApp фотографию своего удостоверения. Ну, никогда такое никто не совершит абсолютно. Это только вот мошенники вот для убеждения своих жертв. И вот это работает, к сожалению. Люди верят. То есть у человека в этот момент начинает действовать туннельное мышление. Такое, когда он, например, под действием вот этого стресса, так скажем, да, находясь вот в этой стрессовой ситуации, хочет выйти из этой ловушки, да, бессознательно, и прекратить вот этот стресс. Каким образом? Ну, доведя дело до конца. Оформив, отправив и завершить. Видите, вот как это работает. Это вот чисто как инстинкт. Да, здесь нужно еще учитывать, что это специально обученные люди, профессионалы, и специально человека в это состояние стресса вводят в состояние стресса, где нужно быстро решить эту проблему какую-то, да, возникшую. Ну, используя дефицит вообще времени в принятии решения. Ну, да, они как бы сбивают с ног психологически, надо, да? А вот если, допустим, ну, так вот маленечко отстраниться, да, сами люди привыкли обвинять, ну, кого... Это не мы, это они. И мы постоянно... Телефонные мошенники, если мы говорим о телефонном, это они, это они. А может, все-таки нам всем взяться за ум, да, извиняюсь, и уже и не поддаваться им? И в какой-то момент, наверное, мошенники расслабятся. Здесь нужно проанализировать. Да? То есть, если человек уже попал в такую ситуацию, да, он уже жертва, здесь следует задуматься, задать себе вопрос. А в чем, ну, взять ответственность на себя тоже, да? Проанализировать ситуацию, себя проанализировать, да, почему со мной это произошло, и в такой ситуации не закрываться. Естественно, человек вначале будет испытывать чувство стыда, гнев, злость, вину, там тоже опять перенос ответственности. Это такие первичные чувства, эмоции, и это нормально. Но главное здесь не закрываться, открыться. Сходить к тому же психологу, специалисту, обратиться в полицию, да? Обратиться даже к родственникам за помощью. Помощь нужна, да, всегда? Да. Потому что, да, нужно задуматься. Они на этот момент думают, вот как я, да так, это же начинается с самобичевания. Да, и здесь помогает критическое мышление. То есть здесь нужно подключить вот эту логичность, ясность, да, критику. Все-таки, почему я подвергся к такому? Да, задаться... Ну, такой разбор не каждый будет делать, я вам скажу. Из практики, да, проще говорить, это мошенники, да, о своих проблемах никто не делится, редко кто там скажет, вот я попался мошенником. Как правило, они вот стараются, ну, кому-то стыдно, кому-то там еще другие какие-то факторы, да, и из-за этого они закрываются, и мы не знаем, возможно, кто-то уже из наших родных и близких уже попался мошенником. Есть такое дело. Да, и, ну, они об этом не хотят обсуждать, да, поэтому наша с вами задача, вот, чтобы вот родным, близким обсудить это, периодически обсуждать, напоминать о схемах мошенничества. Особенно на контроль необходимо взять пожилых людей, да. Пожилых людей, прям их очень сильно обрабатывать, что они ни в коем случае не делятся ни с родными, вот, с детьми со своими. Поэтому прям поэтапно разбор провести именно вот со своими вот родными и близкими. Потому что если этого не будет, к сожалению, поступит им звонок, и они будут делать все, что им говорят мошенники. Такова практика, да. А звонки это будет достаточно. Вот, да, извиняюсь, то, что к ним прям вот, знают же, что они звонят вот к женщине, там, к дедушке, к мужчине преклонного возраста и сходу. Там, ваша дочь попала в аварию, ваш сын-то по такой-то статье сейчас сидит там в СИЗО.
Это же вообще страшная атака. И вот это вот начинается, включается. То есть они уже, получается, в своей работе, так скажем, да, они используют страх, да? Страх запугивают, и в этот момент они просто действительно находятся под влиянием страха и начинают действовать, идти на поводу, так скажем, да, выполнять все требования и все, что говорят на том конце провода. И часто действительно, вот у меня, например, папе 87 лет, нам постоянно звонят на стационарный домашний телефон. Даже Постоянно. Ну, конечно, спасает то, что он знает, что... С такой дочерью. Он знает, что там очень много людей, которые желают ему добра прям со всех сторон. Хотят, значит, ему там и здоровья, и чего-то, и какие-то лекарства предлагают. То есть вот надо просто быть в контакте со своими близкими, да, пожилыми людьми, не оставлять их без внимания, я бы так хотела сказать, потому что иногда люди начинают вообще даже разговоры, да, с этими людьми от одиночества. От одиночества, потому что не с кем бывает поговорить. А потом это люди, воспитанные в такое время, когда, значит, они привыкли доверять каким-то органам, да, вот как вы говорили. Если человек представляется органом какой-то государственной власти, конечно, они могут принимать это за чистую монету. Той закалки, они верят, всем доверяют. Да. А вот, допустим, вот из практики, вот на днях хотели также связаться с родственником одной женщины. Также вот я, получается, позвонила, связалась с ней, с дочерью, будущей потенциальной потерпевшей, чтобы предотвратить, соответственно, вот это вот преступление. Она со мной сказала, прямым текстом сказала: отвали, я тебе не верю. Что сотрудник, там, ваша мама сейчас там в банке находится, и, возможно, она под влиянием мошенников. Он сказал: отвали, мне некогда, все, я не верю. Пришлось вступать в переписку, как-то там объясняться, что-то там, тоже особое. Она сказала: мне неинтересно, что там, куда хочет, что хочет, пусть приобретает. Вот такой ответ был. Дочери. В общем-то, разные жизненные ситуации бывают, да. Поэтому, вот видите, у кого-то внимания не хватает, правильно вы сказали. Соответственно, они это внимание доберут где? У мошенников. Мошенники там им за радость, соответственно. Вот потерпевший уже готовый. Они эти обзвоны делают. А может, она просто хотела защититься от вас, как от мошенницы, да? Наоборот, Тут тоже другая. Нет, первично, да. Первично было так. А потом уже, когда в ходе уже пытаешься же как-то наладить контакт, объяснить, что вы там сами проясните, выйдите сейчас со своей мамой на связь, что она делает, что она там совершает, какие операции-то. Она сказала: мне вообще это неинтересно. Вообще, да, что там она делает, кого там делает. Здесь нужно смотреть, да, то есть вот жертва попадается, нужно смотреть глубже. Да? Неосознанные мотивы, которые человек сам не осознает, почему он попадается в такую ситуацию. Да, и этим движет не всегда доверчивость какая-то, одиночество, там, допустим, да, возраст, статус и так далее, или гендерные различия. Иногда это намного глубже бывает. Какие-то внутренние мотивы, внутриличностные конфликты. У человека, например, часто встречается такой момент, когда мужчины ездят на заработки далеко, да, куда-то, и потом они хотят приумножить эти заработанные деньги, да, и теряют, потому что не могут найти работу такую, как бы высокооплачиваемую где-то здесь в городе, да. Заработав тяжелым трудом эти деньги, они их еще и теряют. Часто же именно они являются, ищут инвесторов, Нет, хотят приумножить. Я перебью, что касается города, по статистике у нас преимущественно хотят приумножить, соответственно, инвестировать деньги. Это женщины. Женщины абсолютно различного социального положения. Да, кто-то в достатке, кто-то кредиты оформляет и вкладывает, соответственно. То есть мошенники настолько их затягивают в свои финансовые операции, убеждая вначале внести небольшую сумму, создают различные личные кабинеты, предлагают скачать программу, дают логин, пароли войти. Соответственно, все деньги, которые они отправляют, они их видят в этих активах отображенных, динамику, видят, что там какие-то сделки совершают эти финансовые консультанты. То есть помимо того, что они их только по телефону убеждают в разговоре, они им еще дают зрительную подпитку,
То есть еще зрительно Смотрите. убеждает, да, вот смотрите, ваши деньги работают, надо больше убеждать. Соответственно, люди берут еще кредиты, кто-то кредиты. А есть у нас еще распространенное тоже, когда, допустим, кто-то вот с района, приехал, соответственно, и говорит, вот мой друг, знакомый, товарищ занимается финансовыми операциями. Простите, на самом интересном месте мы его продолжим после рекламы, а сейчас мы уйдем на рекламу. Буквально 4 минуты. Побудьте без нас. И снова здравствуйте, в эфире передача «Якутск сегодня». И сегодня мы снова говорим о телефонных аферистах, о кибермошенниках и о том, что они продолжают обманывать наших земляков. Мы продолжаем нашу беседу. На чем мы остановились? Так, в общем-то, хотела продолжить и сказать то, что у нас вообще принято так воспринимать то, что наши местные земляки нас не обманут. Но, к сожалению, есть такие случаи, когда, допустим, с одного улуса, с одного района человека родного, там, по работе коллегу, всех, в общем-то, постепенно затягивают вложиться в инвестиции, убеждая. Да, и это таким комом все это нарастает, и люди верят, главное, верят. Ну, потому что я же его знаю, я с ним рос, я с ним работал. Потом идут и массово пишут заявления. Такое встречается, поэтому тоже думайте, в кого вы верите, действительно ли они такие инвесторы. Еще хочу отметить также, мошенники в соцсетях могут вести переписки на якутском языке. Поэтому не стоит расслабляться и доверять. Это точно наш земляк, он не обманет. Ну, вот зачастую так вот, когда вот потерпевший приходит, говорит, я думаю, это вот свой, ну как он может своего обмануть? Ну, бывает, вот могут. Есть такие, как говорится, люди, мы все разные. Еще хотела бы сказать, что блогеры рекламируют красивую жизнь в интернете, в соцсетях. И все смотрят, думают, что все хотят жить красиво. Да, соответственно, блогеры также могут размещать рекламу, рекламировать инвестиции различные. Хотя на самом деле мошенники им просто оплачивают рекламу. Наши блогеры, не только наши, и по России, местные тоже рекламировали, такое было. Соответственно, они вот эту вот информацию размещают, они даже не знают, с кем они беседовали. Им просто деньги на карту упали, там 10-15 тысяч, в зависимости от того, у кого, какого блогера какие тарифы. Все, он воспроизвел этот ролик, забыл, а потерпевшие идут, к сожалению, верят, вступили, вложились в инвестиции, да, потому что доверились, то, что вот, тем более вот лицо, которое мне знакомо, я за ним наблюдаю, за его жизнью, как я могу ему не доверять? На самом деле все это обман, визуализация. Так что не стоит верить, верим только себе, своим деньгам. И пословица, что бесплатного сыра. Да, бесплатного. Сыр, то есть. Только в мышеловке, да. У нас телефонный звонок. Ага, мы одеваем наушники, чтобы послушать нашего... Слушайте. Добрый день. Добрый день. Светлана, знакомый приятный голос, гости студии. Валерий Иванович. Спасибо. Вот. Значит, вот опять зашли на эту тему. Я, Светлана знает, частенько выступаю. Я неравнодушный к этому. Потому что у моих коллег, у моих одного возраста людей уводят гробовые деньги даже. Вот, заработанные, да, есть. Оставившие на похороны деньги, вот уводят. Это последнее. Это вообще беспорядок, я считаю. Но вот здесь сидящие и всегда здесь присутствующие никогда не говорят про государство. Понимаете? Вот в чем меня бесит вот это. Не радует. Мы же живем в государстве. Вы вот здесь сидящие тоже сейчас голосуете. У вас прописка есть. Вы же в России живете. В мощной самой державе, ядерной державе. Держава номер 2, может, после Соединенных Штатов. И мы все граждане России. Мы должны быть защищены, понимаете, полностью. Люди, они всякие, неадекватные, больные, слепые, пьяные, глухие. Кого только нет, наркоман. А государство-то должно своих людей защитить. Вы почему об этом никогда не говорите? Банки должны работать чики-чики. А ФСБ должно работать от и до. Полиция должна работать. Они вот сейчас приняли какую-то программу там. ФСБ, полиция и банки будут... Товарищ майор называется вот эта вот система. И теперь вот в Государственной Думе приняли закон о том, что кредиты проверяться будут. И вот еще одна программа вышла теперь. Вот искусственный интеллект будет подключать. Все будет на детекторе проверяться все. Но это вот после наших слов, после наших
миллиард денег ушло. Ну как так это? Я ума не приложу, а вы вот как думаете? Миллиард денег просто так ушли никуда. Спасибо Простые большое люди за ваш заработали звонок. на вас. Спасибо большое. Ага. Опять же, возвращаемся к тому, что, наверное, человек сам тоже, да, должен быть ответственным. Но, опять же, вы говорите, что там работают сверхпсихологи, которые вот и на давление идут, и в панику. И, да, действительно, они обманывают. Пожилых, у них совести нету. Они и пожилых людей вот последние... Ну, и детей обманывают, и пожилых людей обманывают, да, и есть целые разработанные ими скрипты, как действовать в какой ситуации. И они согласно этим скриптам, ну, просто работа у них такая. Понимаете, Да, отрабатывают люди. Ну, опять же, можно будет вот так вот практическим уроком показать. Допустим, вот ко мне поступил звонок. Вот Мария Ким, здравствуйте, это я сотрудник. Допустим, да, Тинькофф банк или там Сбербанк. И мне говорят, что но я где-то внутри души же где-то должна подстраховать себя, да, может, все-таки не вот эти вот действующие крупные банки, а где-то в этом они начинают мне там говорить, что я должна куда-то вложить, куда-то что-то делать. И просто в этом моменте что я должна сделать? Положить трубку. Да, прервать. Да. Это единственный и самый короткий, и самый эффективный метод, мне кажется, на сегодняшний день, потому что сотрудники банка не звонят. Сотрудники ФСБ не звонят. Сотрудники полиции не звонят, потому что у них и так работы много. И еще начальники, если даже позвонят, то они позвонят по телефону. Нет, вот что по поводу вот этих вот нежелательных звонков хотелось бы сказать. То, что в разных моделях телефонов есть такая функция. Нежелательные звонки можно подключить. Еще есть, допустим, банк предлагает такой же сервис. Вот, ну, обслуживающий банк, вот, ну, перечислять не буду, у кого какой, вы можете сами у своего банка обслуживающего уточниться. Есть, можете подключить, он будет проверять ваши звонки и в случаях чего будет оповещать, что это, возможно, спам, возможно, мошенники. Помимо этого, вот я сказала то, что модели телефонов всех разные, можно установить, допустим, пенсионерам нашим, ну, это не касается стационарных телефонов, вот мобильные телефоны, если звонки проходят, можно поставить так, соответственно, чтобы с неизвестных номеров звонки не поступали. То есть они будут отображены в пропущенных. Мы будем видеть, что они приходили, поступали, но звуков ничего издавать не будет, отвлекать не будет, лишнее внимание. То есть они в бесшумном режиме прошли. Звонок не пройдет. Да, звонок не проходит. Вот это можно настроить. А как быть, допустим, если придет сообщение в Телеграм? Там же Опять взламывает Телеграм. WhatsApp взламывают. Проголосуйте за мою племянницу от моего друга. Я такая, очень много было таких сообщений. В общем-то, если такое вот сообщение, ну, смотря, конечно, от кого, что это поступило, потому что там госуслуги, смотря кто какую цель преследует. Если это банки, там техподдержка, ну, все что угодно может быть. В общем-то, все равно уточняемся непосредственно в своем банке информацию, в переписку не вступаем. Да. Вообще, потому что вот там описывают проблему, обращаются по имени, по отчеству, могут какие-то дополнительные данные о вас сообщить. Не стоит так слепо доверяться просто обычной переписке. На аватарке фотография может стоять вот что угодно, символ банка, там, госуслуг, да все что угодно может быть. Не стоит это доверять. Родных и близких ваших может быть фотография. Есть компьютерные вот эти программы, все это легко делается, чат-боты. Когда у вас на телефонном экране высветится номер телефона, допустим, вашей дочери, родного или близкого, и фотография будет стоять того человека. И будет там, ну, изображать, что-то говорить, а мы-то, допустим, в панике начнем верить, что-то голос похож вроде на мою дочь. Начинаем верить и начинаем что-то делать, то, что нам говорят. На самом деле не стоит. Надо проверять. Я говорю, первично, звонок поступил, нам хочется сразу быстро ответить. Нет, смотрим быстренько, так, ну, вкратце, конечно, долго мы не сможем человека держать. Изучаем. Неизвестный, уже звоночек. Если знакомый, смотрим, опять же, как позвонил. WhatsApp-звонок, там, в Телеграме. Убеждаемся, опять же, смотрим. Нет, лучше самим связаться по обычной связи. Хватит вот эти вот всякие звонки и общения. Ну, да, здесь важно научиться контролировать ситуацию, себя. Да, остановить. В общем-то, надо вот эту вот паузу, как говорится, выдохнуть, посмотрел, изучил. Не, ну если там переписка, как там бросить-то трубку. Просто заблокировать, спам заблокировать, да. То есть они займутся уже другим. Своих родных, близких сразу предупредить об этом виде. Потому что вот кто-то что-то не знает, допустим, вот когда вот организации начали атаковать,
от имени там руководителя. Кто-то кому-то не сказал, а другой в отпуске был, чат не читал. Такое было, да. И, к сожалению, вот тот, кто был в отпуске, вышел на работу и попался мошенником. Ну, просто в тот момент не осведомлен был именно этим видом. Просто мы не делимся, видите, мы не делимся. Вроде бы, кажется, это не наша работа, ну, как бы вот обычных наших жителей, не наша, это наша работа, да. Да, это, да. А вот со стороны, если граждан смотреть, кажется, ой, там сами разберутся, меня это не коснется, да. Нет, к сожалению, это уже касается уже наших всех родных и близких. У нас у всех кто-то есть, кто-то где-то что-то попробовал, испытал и, к сожалению, попался, да. Для кого-то это был опыт, для кого-то кто-то еще находит эти приключения. Есть такие категории лиц, которые уже второй и третий раз, выходя из нашего кабинета, верит мошенникам, берет 500 тысяч кредит и дальше отправляет. Ну, как это объяснить? Человек дееспособный. Все в здравом уме полностью. Но, да, вот, кстати, вот большинство, как бы анализируешь, у всех имеется образование, высшее образование. Но, к сожалению, такие вот ошибки совершают, которые бьют их рублем. Кредиты вот эти вот многомиллионные также берут, я не знаю. Ну, надо думать. Я очень просто надеюсь, что вот сегодняшний выпуск программы хотя бы, 10 спасет. И от этого шага, чтобы передать и переслать мошенникам свои денежные средства еще и в кредиты, я очень надеюсь, что мы кого-то этим выпуском передачи спасем от этого шага. Но опять же, да, высшее образование, да, очень хороший социальный статус. И вроде бы и с умом-то все там, и все на месте. Все в порядке, адекватные, дееспособные. Возвращаемся. Что не так? Что не так? Точного такого портрета, я так понимаю, нету, да? Преимущественно женщины, это мы уже определили. Возраст 30-45. Но это преимущественно, но любой может, в принципе, попасться. Под каждого потерпевшего, как говорится, свой вид мошенничества найдется. Если, допустим, я вот не поверю, что это сотрудник банка, но, к сожалению, я могу в инвестиции вступить. А сейчас вот эти вот массовые обзвоны, предложения инвестиции. Вот многие вот сейчас пишут заявления и говорят, я знал о мошенничествах, я знал. В первый раз я отказался, во второй раз я отказался. И вот эти обзвоны идут. Соответственно, на какой-то момент я вот усомнилась, в какой-то момент они меня застали. Я думаю, попробую-ка я, рискну, и вдруг у меня что-то получится. И вот, к сожалению, чем заканчивается? Ничем хорошим. Кто-то вот небольшие суммы теряет, но для кого-то это тоже, понимаете, да. А кто-то миллионы. Важно отметить, что человек себя плохо знает. Так мы все, получается, себя не знаем. Он себя плохо знает, не знает свои эмоции, чувства, раз не может контролировать плохо ситуацию. Развита, как сказать, саморефлексия, да, понимание самого себя. Например, мы же постоянно находимся в таком режиме спешки, да, и иногда даже не хватает времени немножко отследить, что я сейчас в данный момент чувствую, да. То есть теряем связь с самими собой. Вот. И поэтому, наверное, мы бы посоветовали, да, прежде всего наладить контакт с самими собой. Вот. Наблюдать, да, за собой, не бояться быть иногда в одиночестве, размышлять, уделять время самим себе, да. Бывает ведь так, что люди не могут быть даже в тишине, им надо обязательно прийти, фоновый какой-то звук включить, дома телевизор включить, там, музыку включить и так далее. Вот. Но этим самым мы как бы все дальше отдаляемся от себя. Поэтому находите время для самих себя, для своих каких-то занятий. Впереди 3 выходных. Кто-то работает. Кто-то работает. И вообще людям, да, очень, я свои, наверное, тут 5 копеек вставлю, да, мне кажется, себя познать вообще, да, очень сложно самому себе. Да. Нужно идти к психологам, и там вот эти ваши внутренние, раскроют, и психологи, они вообще, это волшебники души, это лекари души. Ладно, вы заметили, как мы эмоционально так сидим, разговариваем, а психологи у них так, у вас все так хорошо, и вы так сейчас хорошо информацию до нас доносите. И вот квинтет наш сработался. Спасибо большое, что вы к нам пришли сегодня. И напоследок поздравления
Да. Хотелось бы... На хорошей ноте закончим. Нет, а в целом хотелось бы, конечно, сказать, что доверяйте, но проверяйте. Да. Да. Что касается инвестиций, не рискуйте. На сайте Центробанка есть реестр организаций, которые имеют право осуществлять вот эту вот деятельность, соответственно, да. Это вот так вкратце, что... хочется закончить именно поздравлением с наступающим Днем защитника Отечества наших мужчин. Желаем им семейного благополучия, мужества. Мы вас всех любим, ценим, вами гордимся. Поздравляем. Ну, а мне хотелось бы сказать, что в этой жизни нужно жить в меру своих возможностей, не прыгать выше своей головы, да, брать эти кредиты, попадаться на эти уловки мошенников, да, знать свои вот эти границы, на что ты способен. Вот, ну, всех наступающим 23 февраля. Поздравляем мужчин 23 февраля. Сегодня юбилей у моего мужа, любимого супруга. Его я тоже поздравляю и с юбилеем, и с 23 февраля. Спасибо большое, что вы выделили время, пришли к нам, рассказали. И я, правда, очень надеюсь, что мы спасем хотя бы 10 людей от этого шага. Вам спасибо. Спасибо. А мне режиссеры сказали, у нас еще время есть, мы будем... Прошу прощения, Николай. И напоследок давайте, я тут подготовила перечень. В принципе, там информация у меня, чтобы вот обезопасить себя от действий телефонных мошенников, буквально несколько пунктов, да. Не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Но это вот самый, мне кажется, эффективный и самый мудрый шаг будет на неизвестные номера. Сохранять спокойствие, не паниковать и не поддаваться на эмоциональное давление мошенников, не совершать никаких действий банковских операций по инструкции звонящего. СМС-код не сообщать. Обязательно код, пароль, это только ваш, да. По ссылкам по неизвестным не стоит переходить, также не стоит искать приключения. Да? Да, инвестиции, опять же, напоминаю, не надо вот лишний раз практиковать. Для начала ознакомьтесь, сходите в банк. Не обязательно это вам в банке операции совершать. Просто как ознакомительный инструмент, как говорится, ознакомьтесь. Лучше обучаться у проверенных. Да, потом постепенно, да. Некоторые себя позиционируют, что они действительно владеют этой информацией, и люди наши, к сожалению, верят. Не стоит. Идем в банк, изучаем, общаемся. И вот инвестиции – это прям отдельно такой глубокий продукт. Это не просто так захотел, инвестировал. 30 тысяч, по-моему, да, вытащил да. оттуда 90 штук. Да. И еще не предоставлять персональную информацию. Паспорт свой не отправляйте, да. Прервать разговор. Самое главное – оповестить своих близких о мошенниках, о мошеннических звонках и киберпреступлениях, которые совершают у нас, к сожалению великому, изо дня в день. И последнее – это вот при возникновении сомнений самостоятельно связаться с банком по официальному номеру или обратиться в любой офис. И как нам рассказала наш сегодняшний собеседник, номер банка с тыльной стороны карты, да? И туда можно будет позвонить и узнать, какие там операции, что они там хотят вам предложить и все остальное. И запомните, сотрудники банков не звонят, сотрудники ФСБ не звонят, сотрудники полиции не звонят. До свидания, берегите себя, до новых встреч.